Здравствуйте! В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Кристина Якупова. Якутяне выражают солидарность жителям Донецкой и Луганской народных республик. Очень много недостоверной информации получают жители нашей страны. О текущей ситуации мы поговорим с гостем нашей студии Николаем Бугаевым, председателем Общественной палаты республики. Николай Дмитриевич, здравствуйте. Добрый вечер. Что вы можете сказать о ситуации в Украине? Сейчас у нас продолжается спецоперация, которая проходит на Украине. И мы видим, что наши деятели культуры, известные люди, спортсмены поддержали эту операцию. И сейчас там наша армия освобождает, скажем, Украину. Да? Поэтому мы должны все поддержать нашу армию, быть в едином фронте и своими в соцсетях и в других пабликах поддерживать нашу армию. А какую помощь готова оказать Якутия? У нас наш глава республики сказал, что мы можем принять до 1500 беженцев. К сожалению, беженцы до сих пор идут, они опасаются артобстрелов, которые идут с украинской стороны, поэтому поток беженцев не иссякает. Пока сейчас беженцы в основном располагаются на европейской части нашей страны, но в случае ситуация может сделать такой, чтобы и приедут к нам. Для этого у нас пункты временного размещения готовы, и уже у нас есть штаб, который есть в правительстве и работает по беженцам. Пока у нас беженцев еще нет, но пункты есть. И у нас работает, мы собираем гуманитарную помощь. А сколько пунктов организовано? Пока пункт сбора гуманитарной помощи у нас работает в городе Якутске. Планируется открытие еще в Мирном и Нерюнгри. Пункт у нас работает по адресу Орджоникидзе, 10. Это штаб добровольчества. Он открыт совместно по акции «Мы вместе». Там дежурят члены Общественной палаты, наших некоммерческих организаций, Российского Красного Креста, волонтеров, медиков, партии «Единая Россия» и других общественных организаций. Идет дежурство. Надо сказать, что люди приносят вещи первой необходимости. Это детское питание, это игрушки, книги. И, например, народные депутаты нам помогли, принесли постельное белье, например, да, и люди идут и приносят помощь. Работает у нас этот пункт приема с 10 до 20 часов каждый день, выходных нету. То есть пункты планируется организовать еще, как вы сказали, в каких районах республики? Еще в Нерюнгри и в Мирном планируем открыть. Для этого у нас добровольцы есть. И хотел бы обратиться к нашим предприятиям, которые могут помочь. И сейчас уже предприятия некоторые помогли. И мы видели, что летом очень большой, в прошлом году мы сделали большие акции, да, помогали нашим огнеборцам и пострадавшим от пожаров. Поэтому опыт в республике есть, и люди очень у нас отзывчивые и приносят необходимую помощь. Мы договорились с российскими железными дорогами о том, чтобы эту помощь довести до... Если у нас к нам не приедут беженцы, мы должны ее доставить в Ростовскую область. У нас налажен контакт с Общественной палатой Ростовской области, и в случае того, если беженцы к нам не приедут, то мы отправим его в Ростовскую область, и помощь дойдет. А хватает ли волонтеров для работы? Волонтеров хватает, наши члены Общественной палаты тоже дежурят все, и волонтеры, медики и волонтеры. То волонтерская сеть, которая была создана во время пандемии, она очень, конечно, хорошо, что она создана, и эти люди, они тоже работают сейчас уже в штабе по сбору помощи. В информационном поле очень много недостоверной информации всплывает. Как ориентироваться, где правда, а где ложь? Да, мы тоже замечаем, что очень много недостоверной информации, особенно в этих социальных сетях, которые, например, Facebook, он принадлежит американцам. Google тоже, там тоже идет та же таргетированная реклама, которая показывает, скажем так, искажает информацию и действует на наше население, особенно на молодые умы.
Вот, очень много идет пропаганды со стороны западных стран. И мы должны, конечно, этому противодействовать и показывать настоящую информацию. Сейчас вот Министерство обороны уже начало показывать и фотографии, и то, что, какие у нас успехи в нашей армии. Вот, об этом уже начали говорить. Вот, поэтому надо доверять только источникам, которым это такие, как РИА Новости, например, да, официальным источникам. В социальных сетях не постить то, что постят, скажем так, с противной стороны. Николай Дмитриевич, спасибо большое за беседу. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на нашем телеканале.